Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Народное единство. Наша сила всегда была в нашем единстве. Общими усилиями мы всегда освобождали нашу Родину от недругов. В Доме печати прошел ежегодный республиканский фестиваль культуры и искусства под девизом «Чеченская республика. Дом дружбы». В мире искусства. Большое спасибо галерее имени Кадырова за то, что предоставили площадь для проведения этой выставки. В Государственной галерее имени Ахмад Хаджи Кадырова открылась выставка «Русская живопись и графика XIX и начала XX веков». Служу стране и закону. Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы судебных приставов. В этот день в Грозном чествовали артистов Чеченской государственной филармонии. Торжественное мероприятие посетил и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Вечер не обошелся без награждения. Подробнее в нашем сюжете. Артисты Чеченской государственной филармонии выстроились в ряд и встречают самого почетного гостя, главу региона, вместе с заместителем председателя правительства по социальному блоку Айшат Кадыровой и первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чеченской республики Хадижей Кадыровой. Глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Руководитель субъекта выступил с приветственной речью, в которой отметил мужество и героизм чеченских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Он напомнил, что артисты Чеченской государственной филармонии выехали в зону специальной военной операции, чтобы поддержать дух бойцов. Рамзан Кадыров выразил им огромную признательность за готовность быть рядом с военнослужащими в сложное время. Ukraina dabüç tuambu ugri halçhina ve kigişne dog iz ce dog davan kultur belloy şudardon ak sigedon wa don çaloy haldoşul metigeridon lozer güç sandon sinayel mevcut san bol bazırda üçsandon tamam gen doçdon dadana da ce dog et ce samoada kana Шейц балбош, шейх доглош, вейк ам шейцин ду юут ацан хаахайтан, хадахкан душудон, бох болчара и хаахош дона, награч луш дон, баганчан дон, бох бинир дон, вей дон, ошкит, баркал ал дон, иш сахулш билгаляк, награч ружите иш сахулш дон, хадош дон, хан карин чурал дон, Шун баркал дерез гла олчи оцадон кабилга якнилчна награда звание вручить яшнона алошке дуэдон атана векенти дон хитси дон амелде хусаж эмшвеш будон шума шек давлоч дон хоният адон синмахалгал дон истриш тоговош дон шашсен элме абосан дон самоне бошо е бош дон делда дон ве халда Ayuksbu, when Masanaginak Don, Shidron diet and Donna, Nochich Donna, Shash, when Wobo Wild Donna, Zardinek Don, Shanis Catch, Mosso Don, Regionia, Ugri Halhoedol Chasa, Idir der Don, Deladon, Nis Delia Budon, Dalmoladon, Keston, Wegenti Don, Tulman Bairkash. Demerki, Szabérzőből dogtírs dújdon, de ettől boldon, dakstal illi, háztvasok vonach, cár, dvas olsz, шиллер алер, диахардушук дон, да ettől bold. Как и на любом мероприятии, самой приятной частью вечера становится награждение. Звание «Народный артист Российской Федерации» вручили Макиме Жиевой, а заслуженный артист Российской Федерации получил Шаркуди Исмаилов. Указом президента Российской Федерации за вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присваивается почетное звание «Народный артист Российской Федерации» Межиевой Макке Шахидовне, артистке-вокалистке Государственного бюджетного учреждения культуры Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. Присваивается почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации»
Исмаилову Шарпуди Нажмутиновичу, начальнику муниципального учреждения отдел культуры и Тумкалинского муниципального района. Медалью памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджикадырова была награждена заместитель председателя правительства региона по социальному блоку Айшат Кадырова. Награждаются медалью памяти Ахмад Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, Кадырова Айшат Рамзановна, заместитель председателя правительства Чеченской Республики. Медалью «100 лет образования Чеченской Республики» наградили кавалера ордена Кадырова, заслуженную артистку Российской Федерации Элину Муртазову. Награждается Муртазова Элина Саид-Ахмедовна, директор Государственного бюджетного учреждения культуры Чеченская государственная филармония имени Аднана Шахбулатова. На этом награждения не закончились. Ряд артистов Чеченской государственной филармонии были награждены почетным знаком за трудовое отличие, почетными грамотами главы Чеченской Республики, а также удостоены званиями почетный артист региона. Макинадон, Тарбудинадон, звание, Айла Яковертен Судон, Айла Дон, Киошнарч, Дадяхдон, Пятигорск, Юцигер, Москва, Дахю, Чакдал, Олкдон, Ацари, все равно кремлевский сайт, тут хаш самой базы, и язык дон, Цулхала, Ильясин, Валидин, Элинин, Аминин, Мария, ну тут там био, они гинда, цавы артисты гинда хан гинах дон. Ja, dan. Zo nagedacht niet dan. Surprise wel voor, surprise ook zal er dan dat Joost dan nagada dus niet dan dat ja weet kilo, maar serieus dan dat laat het wel serieus. Такое поощрение оставило у артистов множество эмоций. Это стимул двигаться дальше, признаются они. Как всегда, глава республики уделяет нам особое внимание, что мы очень ценим. Спасибо ему огромное. Также присутствие Айшат Рамзановны, Хадижат Рамзановны тоже для нас было большим подарком. Хочется выразить свою благодарность и сказать «Дейрейс хелфонларми пача иштадайма татер гоярна далсаду алхамасу дикнаш». دق خزخيتر خلة عش سون هرسي دق سي دو ألاتغيت und أكشي بقوي مخنا ويخلقنا بقلير ميوحك أم بو ألغيتسون ويمخك إشتا سيلع ارتش قير دال مقلع سون تحسطور دارت إز قيدات إحي بيركتي يوش خليل وزندين ويدو أنا ميخك داس لماني صلبق خربات زوانيم конечно ديكيو но это звонил, это моссо хумнал дездекуду, ваймех дас хунтидам барду. Концертная программа началась с яркого выступления заслуженной артистки России Элины Муртазовой. В течение всего мероприятия исполнители зажигали публику своими хитами. В каждое выступление они вложили искреннюю любовь к своей республике. Завершился вечер вот такой вот зажигательной лезгинкой. Коллектив Чеченской государственной филармонии собирается и дальше работать в общем направлении, стремясь к достижению новых целей, чтобы оправдать доверие руководства и носить пользу республике. Медина Мударова, Сергей Мусаев, при поддержке присутствия главы и правительства Чеченской республики, Чеченская республика. Глава региона вместе с соратниками встретил бойца UFC в среднем весе Хамзата Чимаева в столичном аэропорту. Напомним, что в рамках согласованного события турнира UFC 308 на Этихад-арене в Абу-Даби спортсмен пополнил свой список еще одной досрочной победой, одолев австралийца Роберта Уитакера. Ему хватило 3 минут в первом раунде, чтобы повергнуть соперника и тем самым показать свою высокую физическую подготовку и отточенные до профессионализма бойцовские навыки. Данный бой собрал миллионы любителей ММА, в том числе и Рамзана Кадырова, который личным визитом поддержал Хамзата Чимаева. Чеченская республика «Дом дружбы». В Грозном прошел Республиканский фестиваль культуры и искусства. Мероприятие ежегодно проводится в преддверии Дня народного единства с целью сохранения и развития культуры, традиций народа, проживающих в дружбе и согласии с другими народами на чеченской земле. Обо всем по порядку. Рамзан Абоев.
С исполнения гимнов страны и региона стартовал фестиваль культуры и искусства под девизом «Чеченская республика. Дом дружбы». Он посвящен Дню народного единства и проходит в Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Замминистра ведомства Саидмагомед Баширов в своем выступлении отметил, что ничего не ценится больше, чем мир и согласие между разными этносами. Позвольте от имени и по поручению нашего министра Ахмеда Дудаева поприветствовать всех участников нашего сегодняшнего прекрасного фестиваля. Наш президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин отмечает, что наше многонациональное единство – это неповторимая ценность, определяющая принципы развития и роста нашего государства и общества. За большой вклад в сохранение и развитие культуры и традиций народов, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Чеченской Республике наградили отличившихся представителей национальных центров и автономий благодарственными письмами Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации. За достигнутые положительные результаты в работе, многолетний труд и образцовое исполнение должностных обязанностей благодарственным письмом от парламента наградили директора департамента Сурхо Мунаева. Заместитель спикера парламента Аднан Нагаев отметил, что могущество и величие России на протяжении всей истории основывались на единстве ее многонационального народа. Представители различных этносов и религий объединялись в единое целое перед лицом трудностей, защищая Отечество. В истории мы знаем, что наша сила всегда была в нашем единстве. Общими усилиями мы всегда освобождали нашу Родину от недругов, и нам сегодня тоже исторический этап такой подошел, когда действительно нам надо сплоченно тоже выстоять очередные исторические геополитические испытания. Я думаю, с этим, с помощью Всевышнего, Бог даст, мы тоже справимся. Руководитель организации нагайцев Рамиль Яракаев отметил, что руководство региона уделяет пристальное внимание вопросам этнокультурного развития, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, и народ это постоянно ощущает. Огромную благодарность хочется выразить коллективу нашего министерства за ту приятную дружескую братскую атмосферу, которая здесь вообще сложилась. И в целом эта локация для нас стала таким общим домом, где мы собираемся все, познаем друг друга, дружим, выстраиваем какие-то отношения дружеские, братские. За это огромное человеческое спасибо. Далее состоялась концертная программа. Коллективы национально-культурных центров представили творческие номера. Самая молодая автономия – палестинская. Они продемонстрировали традиционный арабский танец дабка, динамичный и объединяющий. Юсуф Диб говорит, что даже не представлял, что республика их примет настолько гостеприимно. Жизнь палестинских беженцев полностью устроена. В середине года для них торжественно открывали коттеджный поселок в Грозном. Мы, когда приехали в Чеченскую республику, мы ожидали, что у нас будет здесь комфортно. Но мы, когда жили здесь, мы нашли больше, чем мы ожидали. Конечно, у нас общая традиция, общая вера, и у нас мы просто среди своих братьев здесь. И мы нашли именно не только действительно вторая родина, но нашли действительно как наша родина и лучше также. Также в Чеченской Республике действует общественно-консультативный совет по межнациональным отношениям при главе, который включает представителей всех национальных центров и автономий. Его целью является помощь в реализации эффективной национальной политики и гармонизации межэтнического взаимодействия. На протяжении сотен лет в регионе бок о бок в мире согласия живут и процветают, взаимообогащая культуры друг друга, демонстрируя яркие примеры единства, дружбы и братства представителей более 88 национальностей. Хотя различия в истории, религии, условиях жизни, бытия, костюмах национальной кухни, традициях и обрядах велики, уважение и сплоченность остаются на первом месте. Рамзан Абуев, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Профессиональный праздник сегодня отметили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Главный судебный пристав Заур Герим Султанов поздравил своих коллег с этим значимым днем и вручил ведомственные награды лучшим работникам. За высокие служебные достижения благодарственными почетными грамотами награждены порядка 500 сотрудников. 2 из них за многолетний добросовестный труд вручены медали за заслуги и вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов. В штате насчитывается 400 человек, в среднем на одного пристава
этого приходится свыше 13 тысяч исполнительных производств. Общая сумма взыскания произведения чеченскими приставами за 9 месяцев составила более 2 миллиардов рублей. В Национальную библиотеку имени Абузара Айдамирова передали часть книг на безвозмездной основе из личной коллекции Руслана Хасбулатова, выдающегося политического и научного деятеля. В ходе мероприятия представили ценные издания, среди которых есть и авторские работы. Всего их порядка 3000 экземпляров. Церемония объединила родственников, представителей Академии наук и высших учебных заведений. Сестра Руслана Хасбулатова Зулай подчеркнула, что книги не только обогатят фонд библиотеки, но станут источником вдохновения студентов и исследователей, интересующихся экономическими науками. И книгаш ильма суцоқ ахяга дуньяна войш вари болч о бешварки бисуна динах постоянно бог бешвар и книгаш о пейдин пейд ютер бу алхит царх пейд ячдук кумдук да тахай бешки юэль. Передача книг символично совпала с месяцем рождения Руслана Хасбулатова. Он является автором более 500 монографий, известен своим вкладом в науку. Мероприятие прошло в теплой атмосфере. Могу сказать, что фонд пополнится очень нужными ценными изданиями, ну а само имя, безусловно, Руслан Ибрагимович останется надолго, поскольку на долгие останется в памяти людей, и мы примем такое решение. У нас будет при Национальной библиотеке будет создан фонд Руслана Ибрагимовича Хасбулатова, где большая часть книг, которые мы сегодня получили, они будут представлены в этом фонде, поскольку некоторые книги там в единственном экземпляре. Есть, конечно, книги, которые несколько тиражами, большими объемными тиражами, это часть книг, но, может быть, небольшим количеством мы передадим, возможно, вузы передадим, Академии наук, но большая часть книг, безусловно, останется в Национальной библиотеке, с которой могут знакомиться наши читатели. Студенты Чеченского государственного университета имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмад Хаджи Кадырова окунулись в мир телевидения, посетив ГТРК в войнах. Для будущих журналистов провели экскурсию, где они познакомились с внутренней кухней телевидения. Им рассказали о процессе создания новостей, репортажей и телепередач. Особый интерес вызвали современные студии и монтажные площадки. Студенты смогли попробовать себя в роли ведущих. По словам гостей, экскурсия стала ценным опытом и вдохновила их на дальнейшую учебу. В Государственной галерее имени Ахмад Хаджи Кадырова открылась тематическая экскурсия по выставке «Русская живопись и графика XIX – начала XX веков». Выставка глубже дает понять, как развивалась русская живопись и графика на протяжении 2 столетий и раскроет культурно-исторические контексты представленных произведений. Валентина Гусевская продолжит. Первый день выставки «Русская живопись и графика XIX – начала XX веков» в Государственной галерее имени Ахмада Хаджи Кадырова посетили истинные ценители художественного искусства. Камила Джабирова профессионально обучается этому творческому направлению на протяжении 2 лет и на событии приобрела вдохновение для своих новых работ. Больше всех мне очень сильно понравилась эта работа. На ней очень хорошо изображено само море. Больше всего меня зацепили облака, которые вышли довольно профессионально. Хотела когда-нибудь тоже научиться такие работы рисовать. Они выглядят очень душевно и, в принципе, очень много эмоций, когда видишь такие красивые работы. Мероприятие мне очень самому понравилось, и я бы пришла сюда еще раз. Юная художница пришла на открытие вместе с другими учениками художественной школы и преподавателем. Оригиналы картин русских живописцев станут примером для их дальнейших работ. Есть возможность посмотреть все в интернете, в источниках, но все равно ощущение от того, что ты видишь, ощущаешь каждый мазок краски, каждый этот взмах карандаша или туши, это совсем иное, это уже погружает ребенка в данную атмосферу, поэтому данное мероприятие для нас очень познавательно.
Шедевры, собранные из фондов Воронежского областного художественного музея имени Ивана Крамского, впервые показали в Грозном. Данная выставка стала результатом сотрудничества с Национальным музеем Чеченской Республики. Мы рады принимать выставку из Воронежского художественного музея в столице Чеченской Республики. Это не только возможность прикоснуться к искусству, но и шаг к укреплению культурных связей между нашими регионами. На выставке представлены работы великих мастеров русской живописи. Я уверена, что всем жителям и гостям столицы они оценят эту выставку, и также для них это возможность по-новому взглянуть на красоту и историю русской культуры. Картине Владимира Амона «Пейзаж» уже 170 лет. На ее поверхности видны мелкие трещины и кое-где выцвела краска. Несмотря на это, полотно замечательно сохранилось через десятилетия и года, наполненные событиями, и наряду с другими работами продолжает радовать современных ценителей искусства. В галерее представили более 40 живописных и графических работ русских художников XIX – начала XX веков, среди которых Иван Шишкин, Владимир Маковский и, конечно, Иван Крамской. В его честь назван Воронежский музей. Всего его фонд насчитывает более 22 тысяч единиц хранения. На официальном открытии представители выразили надежду и на дальнейшее сотрудничество регионов. Русские художники внесли достаточно большой вклад в развитие истории искусства в целом. И в нашем музее собрана коллекция имен, принадлежащих к художникам-передвижникам. Поэтому коллекция подбиралась именно по тому принципу, что наиболее известные имена мы хотели здесь представить, которые могут взаимообогатить наши культуры. Все присутствующие на открытии смогли не только посмотреть, но и подробно узнать об истории написания представленных работ. И становится известно в истории как передвижники. Впечатление потрясающее. Самое главное – привезти такие работы, по которым читается не только завершенная мысль, а как человек шел к этой мысли. Начинающие рисунки и так далее, и так далее. Мне очень было приятно. Я даже с лупой рассматривал следы и так далее, и так далее. Посетить выставку и ознакомиться с художественными произведениями можно до 26 декабря. Валентина Гусевская, Алисхан Кацулов, Мовсар Хаджиев и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Чеченская Республика присоединилась к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая стартовала сегодня и продлится до 8 ноября. Она направлена на знакомство с культурой народа, проживающего в России, а также на оценку общего уровня этнокультурной грамотности. Участие возможно как онлайн, так и в формате офлайн. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальности, Региональное министерство образования и науки, а также Институт чеченского языка. Эта акция нацелена на укрепление единства и братства многонациональной России, Российской Федерации. И этот диктант проводится по инициативе Всероссийского Федерального агентства по делам национальностей при поддержке Института чеченского языка, Министерства образования и науки Чеченской Республики. Основная задача диктанта заключается в том, чтобы у жителей России, у наших соотечественников за рубежом появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом, потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей. В кинотеатрах Чеченской Республики продолжается прокат фильма «Огниво». Он вышел при поддержке телеканала «Россия». Сказка Ганса Кристиана Андерсена легла в основу сюжета, однако авторы решили отступить от первоначальной версии. Притворившись солдатом, хитрый Ваня в поисках удачи находит огниво, старинную зажигалку. И с этого момента главного героя и его верную лошадь ждут опасные приключения, битвы, засады и коварный враг. В кинотеатрах столицы региона уже оценили отечественную премьеру.
очень интересный фильм, интересная картина. Видно, что режиссеры, постановщики, они постарались. Сюжет прям держит напряжение до самого финала. И вообще в последнее время очень радуют российские новинки. Они очень качественно снимают, что картинка, что смысл, который они туда вкладывают. Всегда хочется идти на новинки, на новые премьеры и, конечно, их советовать остальным. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.